Бахыт Ирсалиев и его команда разработали платформу, благодаря которой гражданам удобно заказывать напрямую из Китая широкий ассортимент товаров. Китай – это мировая фабрика, где выпускается почти вся продукция. С развитием маркетплейсов у кыргызстанцев появилась отличная возможность как покупать, так и продавать товары в Поднебесной. Электронная коммерция, ее основное преимущество заключается в том, что вы можете торговать, сидя в любом месте. То есть вы можете сидеть в Кыргызстане, покупать в Китае, продавать в России. Сейчас очень много, получается, предпринимателей, которые уже торгуют, например, в Штатах, сидя в Кыргызстане. И это вот наглядный пример тех плюсов, которые дает электронная коммерция. Это все нужно, конечно же, использовать. На сегодняшний день уже, вы сами можете посмотреть, люди активно пользуются интернет-платежами, у всех есть уже банковские карточки. Люди прекрасно знают, что это такое, заказывают со Штатов, с Китая, с Турции. И это количество людей, которые умеют заказывать, постепенно растет. И это классно. Made in China – это бренд можно увидеть на многих товарах, вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Поднебесная, как огромный конвейер, выпускает различные товары масс-маркета. Доля Китая в товарообороте нашей страны за прошлый год составила 35%. В 2022 году товарооборот составил 4 миллиарда 130 миллионов долларов. Это 35% от суммы общего товарооборота страны. По сравнению с 2021 годом, в 2022 году товарооборот увеличился в 2,7 раза. За 6 месяцев текущего года он достиг 2 миллиардов 229 миллионов долларов. Эти показатели выше на 28,6% по сравнению с 2022 годом. Для Китая основной интерес представляют наши мед, фрукты, как свежие, так и сушеные, разного рода орехи и концентраты драгоценных металлов и другое. Из Китая мы импортируем продукцию легкой промышленности, машиностроение, бытовую технику и многое другое. С 17 по 21 августа текущего года в городе Урумчи, Китая, пройдет выставка под названием «Китай-Евразия-Экспо». На ней будет представлена продукция из Кыргызстана. Сегодня было отправлено около сотни бизнесменов, чтобы они представили на выставке свою продукцию. Там будет представлена разновидность сельхозтоваров, в том числе рыба и готовая органическая продукция. В рамках сотрудничества с КНР в Кыргызстан было привлечено 326 миллионов долларов инвестиций, что составило 27,1% от общего объема притока инвестиций. А за первую четверть года из Китая привлечено 29 миллионов 300 тысяч долларов. Мы ожидаем, что у нас будут реализованы проекты в определенных отраслях, в которых сейчас заинтересована Китайская Народная Республика. Это в основном у нас возобновляемые источники энергии, строительство гидроэлектростанций. Когда мы говорим о возобновляемых источниках, это солнечные станции, которые планируется построить на территории Искуйской области. Хочу также отметить, что по итогам успешной реализации проекта на территории Искуйской области такой же проект планируется в Баткенской области. По итогам выставки, которая пройдет в рамках визита председателя Кабинета министров в Китае, ожидается подписание ряда выгодных контрактов между бизнесменами двух стран о поставке товаров. Джибек Исакова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.